Увидеть Коми глазами Василия Кандинского теперь могут туристы из разных уголков нашей страны. В республике презентовали новый туристический маршрут. Он в точности повторяет путь, который в свое время проделал известный русский художник. Как он сам признавался, путешествие к Зырянам тогда полностью изменило его мировоззрение. Почему? Знает Ксения Лосева. Василий Кандинский входит в число величайших художников 20 века. Лидер авангардного искусства, один из основоположников абстракционизма в живописи. Впрочем, мир мог бы так и не увидеть его произведений. Все дело в том, что по образованию Кандинский юрист. Но все меняет одна этнографическая экспедиция в Коми-Зырянское село Усть-Кулом. Увиденное настолько поражает художника, что вскоре после завершения поездки он решает бросить карьеру и посвятить себя искусству. Прялки разрисованные, потом еще какие-то инструменты. Он удивился. И шкафы разные, очень красивые, рисунками, узорами. Вот. И поэтому у него мирозрение вообще поменялся, и он стал интересоваться этим. Поэтому для нас это интересно, вот такие дома, в которые он зашел. По территории нынешних Карткировского и Усть-Куломского районов, которые тогда входили в Вологодскую губернию, Кандинский передвигался верхом и на тарантасе. Увиденное фиксировал в специальном путевом дневнике, делал не только заметки, но и рисунки. Сегодня туристам предлагают целую интерактивную программу. Здесь расскажут о быте и убранстве Верхневычегодской избы конца 18 века, покажут, чем живут на селе сегодня, прокатят на повозке и даже научат печь наливные коми-шаньги. Это уже существующий магнит, один из величайших художников в мире, чье имя интересно. И именно у нас здесь, в нашем родном регионе, он преобразился. И истоки этого преображения лежат, конечно же, в самом коми-народе, его культуре, языке и всем этом богатстве, с которым Кандинский сумел познакомиться во время своей поездки в наши края. Что важно, тур рассчитан не только на внешнего туриста. Полезно будет и тем, кто интересуется историей родной республики. Это прекрасная возможность взглянуть на традиции и быт глазами великого художника, пережив то же, что пережил он во время своего путешествия к Зырянам. Кандинский увидел какую-то ту красоту, которую мы, по сути, не видим. Местные люди ходят и говорят, а что тут такого красивого? Мы в этом живем и ничему как бы этого не удивляемся. Вот человек приезжает со стороны и говорит, да вы тут живете как в раю. У вас гармоничная природа, там река, лес, люди. И много не надо для счастья. Для счастья надо вот быть добрым человеком, помогать людям, как сказать, видеть красоту. Я положительно влюблен в Зырян. Так, вслед за Кандинским могут сказать и участники нового тура, который претендует ни много ни мало на получение статуса национального туристского маршрута. В республике ждут экспертную комиссию, которая утверждает Федеральное министерство экономики. Статус национального будет означать, что маршрут имеет особое значение для развития внутреннего туризма России. Ксения Лосева, Елена Красильникова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.